Смеяться для здоровья. Как вам такая идея? Ее продвигают последователи йоги смеха. Миллионы людей в Азии и Европе хохочут без причины. Причем платят за это деньги. Это направление приобретает все большую популярность и в нашей стране. А амбассадором йоги смеха в России является наш земляк Дмитрий Ефимов. Что это за направление и как оно реально может помочь современному человеку, узнавал Максим Кардозов. Вместе со мной. Смех продлевает жизнь. Фраза известная, правда, воспринимают ее несерьезно. Вот как хохот может помочь организму? Вопрос логичный. И у экспертов есть ответ. Смех, во-первых, это дыхательная гимнастика. Когда мы активно смеемся, мы активно выдыхаем. Обычно у нас, у каждого из нас есть 4,5 литров легких. Но мы в обычной жизни дышим только 1 литром. Когда вы смеетесь, вы включаете полностью диафрагму. То есть происходит что? И я активно выдыхаю, потом делаю глубокий вдох и опять активно выдыхаю. То есть это циркуляция кислорода в организме. Только мозг на 30-40% лучше работает. Но смех – это не только гимнастика до коликов в животе. Это еще и эффективный антидепрессант. Он вырабатывает эндорфин, гормон счастья. По данным ученых, радость человеку приносит ограниченное количество действий. Это песни, танцы, игры и смех. А вот стрессовых ситуаций вокруг нас огромное количество. На работе, дома, на улице. И вообще некоторые эксперты выделяют стресс в отдельную болезнь и называют ее болезнью 21 века. Борются со стрессом с помощью антидепрессантов, но оказывается, можно обойтись и без таблеток. 24/7 мозг постоянно включен. И даже во сне вы что-то, какие-то решения принимаете. И из-за этого и наступает эмоциональное выгорание, когда люди погружены в свою работу, они не отдыхают. Физический стресс, конечно, когда болят мышцы, там, да, и эмоциональный – это когда вы испытываете перенапряжение, ну, эмоционально. Да, и благодаря смеху можно снять все 3 вида напряжения. С каждым годом в нашей стране у йоги смеха все больше последователей. Ну, есть такое понятие малопонятное вообще-то, да, вот, но модное. Это быть в потоке, да, вот это вот. Вот на самом деле это оно и есть, да, когда ты вдруг ощущаешь, как внутри вот что-то разжалось 1000 кулачков, да, как отпустило, когда в голове ничего не крутится. Потому что если позанимаешься, да, я надеюсь, вы пробовали, да, то в голове такая, ну, звенящая пустота. Это все духовные практики этому учат, да, как остановить вот это вот мысленный диалог. Вот так вот. Максим Кардозов, Виктор Олесов, Москва.